Салем, Казахстан! Армысыздар, құрметті достар! Давно мы не виделись, не слышались. Прям ят болды ғой. Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Ровно год меня не было, и даже самые родной подписчики ашуланып, наверное, уже про меня забыли. А Вата давно перестала праздновать мое исчезновение. Мол, наверное, Сорос с Байденом перестали платить, вот он и пропал. Ведь моя последняя активность на канале была в январе прошлого года. Потом пропасть в 12 месяцев, а в январе 24-го я записываю новый ролик. Вот так вот вяло мы работаем на Пентагон. Ну раз уж мы снова здесь, давайте кратко озвучим самые знаковые эпизоды прошедшего года, которые я пропустил. Ведь он был богат на разные события. Кеттек. Неудачный бунт Пригожина с дальнейшей его ликвидацией, продолжающаяся война в Украине, где ВСУ успешно телепортировали уже свыше 300 тысяч оккупантов в иное измерение. Однако, позже сами поддержавшие уже израильских оккупантов в убийстве тысяч палестинцев. Смерть коллаборанта Ильи Кивы 6 декабря в Москве. Хорошо не подморозило. Землица мягкая. Как пухом покроет. А также участие владыки Мордора в предстоящих выборах весной 2024 года. В общем, весело. Но давайте вернемся на нашу любимую родину, где все никак не разродится Жаңа Казахстан. Трагедия и скандал на шахте Миттал, посадка Марата Жыланбаева, жестокое убийство Салтанат Нукеновой, очередные аварии на ТЭЦ, приезд Путина – все это и многое-многое другое наводит на мысль, что рождение нового Казахстана придется ждать далеко не 9 месяцев. Это какой-то позор? Ну кто-то возразит, что за прошлый год не было вообще ничего позитивного. Почему? Было. Например, яркое выступление нашей сборной по футболу в отборе на Евро-24. Особенно домашний матч с Данией. Камбэк так камбэк. Безоговорочные победы Шавката Рахмонова в UFC, аншлаг в кинотеатрах на примере фильма «Оян Казах», от которого разорвало очко у всей ватной братьи. Ну и, конечно же, отправление любвеобильного самца и по совместительству коллеги Конора Макгрегора к праотцам. Все вышеперечисленное не может не радовать рядовых казахстанцев. Но как бы нам ни хотелось, теперь уже каждое начало нового календарного года будет отдавать трагизмом в нашей новейшей истории. Со дня Қанды Қаңтара прошло уже 2 года. Тогда нам рассказывали байку про 20 тысяч террористов, желавших захватить Казахстан. Но именно приказ стрелять на поражение навсегда останется в памяти народа. Как и именно тех, кто был убит в ту ночь. Что ж, идем далее. Пока меня не было, казахстанское интернет-пространство заполонили всякие фрики, манкурты и дегенераты разной степени паршивости. Большинство из них начали вести свою активность в ТикТоке и высказывать свое посредственное мнение по поводу войны в Украине, открыто выражать свою негативную позицию в отношении внешней и языковой политики нашего государства. Нет, я не говорю о всяких сепаратистах, которые уже давно показали казахам свою пророссийскую сущность. Я говорю о лицемерных оборотнях, которые, притворяясь патриотами Казахстана, по сути являются врагами нашего народа, возымевшие небывалую популярность среди ватной массы нашей страны. И сегодня я хочу вкратце остановиться на самой мерзкой из них – Анастасии Ахметовой. Алдымызда қандай албасты тұрғанын түсіну үшін оның кезекті бейнеролигін тамашалаңыздар. Сильно наши нацики от приезда Путина в Казахстан. Путин про заводы, газопроводы, про поставки продовольствия, про ТЭЦ, про конкретные дела, а не про погладить собачку на камеру. Такими людьми были и Чингисхан, и Баты, и Невский, и Иван Грозный, Сталин, наш Кунаев, Мамушула. Это люди длинной воли, ордынцы. Путин сравнил недавно Россию с Ордой. И Невский, и Иван Грозный, Сталин.
Что ты, черт побери, такое несешь? Если этот фрагмент оставил у вас смешанные чувства, чтобы понять, какое ватноголовое мировоззрение у этой весьма одаренной особы, давайте перейдем на ее страничку в Фейсбуке. Помимо привычной колорадки на фоне, мы видим весьма занимательные посты. Герб дерзкий, Евразия наш. Кто рисовал, мыслит широко, молодец. Имперский так выглядит, почти по самые Нидерланды. Ну, в общем, вы поняли. Ну а если и этого недостаточно, переходим к следующей записи. И естественно, по мнению в точь-в-точь, как у лишних хромосомных, за январскими событиями стоит проклятущий Запад, а Великая Россия вновь спасла беспомощных казахов и прогнала хитрых пиндосов. И это несмотря на то, что январские волнения в Казахстане начались именно после поездки Токаева и Назарбаева в Санкт-Петербург в конце декабря 2021 года. У нас все так же вольготно и безнаказанно чувствуют себя языковые патрули, хотя их никто не уполномачивал ходить по стране и кошмарить русскоязычное население, которых у нас, кстати, миллионы в республике. Безнаказанными остаются провокации на языковой почве. Интересно, получится ли у Токаева воплотить его инициативу? Мне кажется, он вообще не в курсе, на каком уже уровне в Казахстане разгоняется русофобия. Никем не учрежденные языковые патрули, провокации на языковой почве, разгул русофобии, кошмар. И как только живется миллионам русскоязычных в такой-то антирусской стране. Известная Тина Канделаки, кто-то ее еще знает, говорит о том, что в Казахстане в очередной раз притесняет русский язык, могущественный, могучий русский язык, что там переименовывают какие-то ЖД-станции на казахский и так далее, и так далее. Слушайте, мы независимая страна, в 91-м мы приняли свою независимость. Мы давайте в своей стране сами как-то разберемся, у себя сначала порядок наведите, свой народ сначала накормите. Мы живем в нормальном мире, у нас все нормально. Соседей будоражат, что нет, у нас, ненормально. Я считаю нормальным переименовывать города на территории Казахстана в казахские названия, потому что это просто нормально. Мы живем в Казахстане, нормально, что они по-казахски называются. Там Кызылжар, у нас был поселок Даниловка, теперь Алтынды. Он от этого хуже не стал. Нормальное название, Золотой поселок Даниловка. Я все время задавалась, кто такой был Данил, непонятно. Уважаемая Тина, и кто там еще, всяческая вот эта болотная, живность. Вы вообще какого черта лезете в Казахстан? Вопрос. Какое вам дело до языка, который используется в Казахстане? А, кстати, можете идентифицировать, на котором языке я сейчас с вами говорю, сидя в Казахстане? Странно, на русском. Представляете, как сильно ущемили у нас здесь русский язык, что я на нем говорю. Если вы не знали, прежде чем кидать какие-либо фразы в медиапространство, уважаемая, неуважаемая Тина, поизучайте, пожалуйста, Конституцию Казахстана, в котором черным по белому прописано государственный язык Казахстана. Какое удивление, казахский. Представляете, в Казахстане казахский государственный язык. Ничего себе, вот это обнаглели, да? А в курсе Токаев или не в курсе, я тебе отвечу, Настюша. Нет и никогда не существовало никакой русофобии ни в Казахстане, ни где бы то ни было еще в мире. Существует лишь ответная реакция на имперский великорусский шовинизм. Ал одан жалғастырамыз. Вы все прекрасно знаете, что Кремль уже несколько лет пытается нам впарить выгодность и важность строительства АЭС в Казахстане, естественно, под его началом. Газифицировать Северный Казахстан и построить ряд ТЭЦ под разными благовидными предлогами. Так вот, Настенька недавно высказалась и по этому поводу. Давайте ее послушаем. Хорошие новости. Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве 3 ТЭЦ. Новые ТЭЦ в Семее и Кокшетау появятся уже в 2027 году, а в 2030-м в Усть-Каменогорске. Почему Россия строит нам ТЭЦ? Россия имеет технологии переработки высокозольного угля. О том, что все ТЭЦ в Казахстане подустали, не пишет сейчас только ленивый. О том, что некому их ремонтировать и обслуживать, тоже много уже сказано. Почему никто не бил тревогу в правительстве?
все эти годы большой вопрос. Мы можем сколько угодно надувать щеки и дальше переименовывать города, поселки, улицы, реабилитировать пособников нацизма и туркестанский легион вермахта. Мы можем играть в Великий Туран, сколько нам влезет. Но правда жизни оказывается такой, что спасать наши подмерзающие кутешечки приходит Россия. Вы только посмотрите, какая умница. Переживает за энергосистему всего Казахстана. Рассказывает, как у нас 30 лет ничего не ремонтировали, а у Великой России есть все современные технологии для решения наших проблем. Вот давайте и посмотрим, как Россия их решает у себя дома. Сотни тысяч россиян в этом году остаются без тепла и света. В Москве, Ярославской области, Хакасии, Дагестане, Тюмени и многих других регионах. Основная причина – изношенность тепло- и электросетей, которая местами достигает 80%. 80%! Но власти увеличивают финансирование лишь на СВО и чиновников. Еще одна причина – это мобилизация слесарей, сантехников, электриков, которых заменить оказалось просто неким. Настоящая коммунальная катастрофа произошла в Московской области, в городе Климовск, где 3 суток люди находились без тепла и электричества. И все это в минус 20. А вице-губернатор сказал, что о происшествии они узнали только из соцсетей. Луткарина 12, 6 число, мы замерзаем. Жители выходят с пикетом, жгем дрова, потому что дома холодно, теплее даже на улице. Люди вышли подписать петицию. Вон милиция уже приехала, не дают ничего делать. Вон, приехали. Быстренько прислал. Ты бы лучше нам так быстрее отопление дал бы, как вот ментов прислал. Город Электросталь, восточная сторона. Находимся без отопления с самого начала отопительного сезона. В квартирах от 10 до 18 градусов тепла в разных домах. Электросталь замерзает, а пользуемся отопительными приборами всевозможными. В домах находиться невозможно. Замерзаем! 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 Вообще похую. Так что ты там говорила про наши подмерзающие кутешечки, которые приходит спасать Россия? Замерзаем! Понятно. Видим. От души спасает. Да так, что свою согреть не может. А вообще все закономерно. Помните, как годами ранее горделивый российский народ, ведомый кремлевскими провокациями, издевательски насмехался над украинцами со словами «хохлам отключим газ». Украинцам и Европе перекрою газ. Как открыто язвили в адрес стран ЕС, когда Путин на недавнем экономическом форуме угрожал Западу, что оставит их без нефти, газа и угля. Мерзни, мерзни, волчий хвост. А теперь сами остались без тепла в зимние морозы. Ну что, карма настигла вас? Насмеялись? И каково это ржать над другими, замерзая в собственной халупе, сидя в соплях с поджатым хвостиком? Не смешно? Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Теперь вы понимаете, что пытается нам впарить эта пророссийская барышня, которая, Кудай Сахтасын, в случае чего первая побежит на ту сторону, рассказывая всем про великую Россию, Сталина и Евразия наш. А сколько у нас таких в стране? Но самое кринжовое, что ее канал называется «Ордас Ахметовой». Айтатын сөз жоқ. Единственно и подходяще верное название для ее канала – это «Избушка с Настюшкой». Ясная, светлая, чистая, нежная, белая, белая Русь.
қатты ұқсайды екен, а? И в заключении скажу, құрметті отандастар, будьте осторожны и не слушайте ее пропаганду. Такие, как она, намеренно вводят людей в заблуждение, усыпляя их бдительность. Осымен бейнеролигіміз аяқталады. Ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазыңыз. Арнаға тіркеліп, қаржылай көмек туралы ұмытпаңыздар. Келесі роликтерде көріскенше. Сау болыңыздар.